Владимир Уйба в республиканский избирком пришел в 9 утра. Он стал первым претендентом на губернаторский пост. Сдержанный эмоционально, все 15 минут, пока документы будут кропотливо изучать специалисты, он не проронит и слова. Комментарий потом, все официально. Итак, исполняющий обязанности главы Коми Владимир Викторович Уйба. Ранее более 15 лет руководил ФБА России, одной из крупнейших научно-медицинских структур страны. Перед назначением ИО главы занимал пост заместителя министра здравоохранения России. Планы огромные. Будет и программа действий. В текущую проблематику региона Владимир Уйба погружается лично. И везде, как выясняется, есть одинаковый клубок. Дороги, социалка, занятость, а также типичный для конкретной территории – переселение, перспективы моногородов. Кандидат говорит не только о готовности искать выходы, но и активно работать со всеми, вне зависимости от политических взглядов. Он беспартийный и идет на выборы сам. Для меня важно не то, что человек в какой партии, а главное, чтобы он шел с программой развития, созидания для республики, а не просто с пустыми словами, с лозунгами, которые завтра просто будут выброшены и ни к чему не приведут. Мне кажется, сегодня республика устала от пустых слов, от обещаний, от лозунгов. И сегодня самое главное, чтобы и представители партии это поняли и приходили. Я открыт, и я, в общем, всегда это демонстрирую, и самое главное, живу так. Поэтому, если люди приходят с реальными проектами на развитие, с реальным желанием помочь республике, то я буду абсолютно конструктивен со всеми. Спустя полчаса документы в избирком приносит второй претендент на губернаторское кресло – 37-летний Сергей Пономарев. Решение по его делегированию на главу направила Коммунистическая партия социальной справедливости, созданная в России 8 лет назад, но за это время так у нас пока нигде и не представленная. По паспорту уроженец Самары при общении с журналистами утверждает, что вырос в Винте. Оттого, мол, ему все так близко, да и родители здесь живут. Хотя сам и работает в Санкт-Петербурге, председателем теризбиркома номер 38 и прописку имеет в Колпино. Кстати, паспорт выдан действительно в Винте. Муниципальный фильтр мы преодолеем. Партия в республике Коми, КПСС, в муниципальных образованиях не представлена, насколько я понимаю, но это будет первый шаг. Наша партия всегда выступала за народное счастье, брежневский социализм и социальное, так скажем, равенство. Третьим выдвиженцем на губернаторский пост оказался 30-летний сыктывкарский предприниматель в сфере продуктов питания и депутат Совета Усинска Андрей Никитин. Его выдвинула ЛДПР, которая за всю историю выборов в Коми еще ни разу не упускала возможности заявить своего кандидата на главу. Хотя уже сейчас к шансам преодолеть муниципальный фильтр кандидат относится как-то настороженно. В первую очередь, все-таки меня согласовало Коми региональное отделение, затем Высший совет, и сам Владимир Вольфович Жириновский согласовал мою кандидатуру представлять вот такую высокую должность в республике Коми. Как он напутствовал вас? Ну, в первую очередь он сказал дорогу молодым. Ребят, у вас все есть для того, чтобы строить свою республику, делать ее комфортной для жителей. То, что мы сейчас сделали, мы сдали документы, это всего лишь маленький этап. Наша главная сейчас задача – это собрать муниципальный фильтр. Это будет сделано очень тяжело, и я думаю, что мы постараемся все-таки перейти порог и собрать муниципальный фильтр депутатов Совета, разных округов и муниципалитетов. Вот. А по поводу, почему я выиграю, естественно, хозяйственник должен быть в республике Коми. Четвертым кандидатом на пост главы стал предприниматель Виктор Бетехтин. Его предложила на пост руководителя республики молодая партия «Зеленая альтернатива». Кандидат сразу отметил, что жил в Коми всегда. Родился в Воркуте, корни ижемские и сейчас в Сыктывкаре, хотя по документам прописка белгородская. Малоизвестность представляемой организации Бетехтин признает, но уточняет, что членство ее растет. Отделений по стране уже, по его словам, 50. Причем планы у новой партии с серьезным уклоном на экологию. Поставить под контроль выбросы с крупных предприятий, воду и воздух.
Среди личных заслуг называет развитие регби в Коми, а в ближайшее время обещает даже провести в Сыктывкаре Кубок России по этому же виду спорта. Партию мы создали буквально недавно, просто из друзей. Мы все друг друга знакомы со всей России. Но просто мы 30-летние парни, которым не все равно, которые хотят, чтобы у нас что-то менялось. Мы спортсмены, какой-то с харизматичной такой внешностью, историей, но есть такие, какие есть. Хорошие, плохие парни. Вот мы будем отстаивать честь наших людей. Прием документов в избиркоме от желающих возглавить республику не заканчивается. Не исключено выдвижение кандидата от еще одной парламентской партии. Но тут, говорят, не будет сюрпризов. В целом избиркомы на местах готовы к исполнению своих полномочий. Фронт работы колоссальный. В один день, 13 сентября, провести выборы не только главы республики, но и депутатов Госсовета, а также в большинство советов на местах. Момент выдвижения кандидата на губернаторский пост самовыдвиженца тут называют даже историческим. Но тем, кто решится воспользоваться апрельской поправкой в закон о выборах, стоит все-таки помнить. Преодолеть придется не только муниципальный фильтр депутатов, но и правильно собрать подписи избирателей. Их должно быть 6614. Процедура сбора подписей требует внимательного подхода. Очень много формализованных требований к оформлению подписных листов. Кроме того, процедура усложнилась в этом году в связи с изменением федерального законодательства. Если раньше поддерживавший кандидата избиратель ставил только подпись и дату в подписном листе собственноручно, теперь необходимо внести еще и фамилию, имя и отчество. То есть это усложняет и удлиняет процедуру сбора подписей избирателей в поддержку движения кандидатов. Итак, период уведомления избиркома о выдвижении на должность главы Республики Коми завершится в 18 часов 19 июля. До 29 июля кандидатам необходимо представить листы поддержки с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований. Не менее 180. Помимо этого, надо получить подписи 40 депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов. Это тот самый муниципальный фильтр. А самовыдвиженцам еще и предоставить подписные листы своих сторонников. Роман Истомин и Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.